Приветствую всех, товарищи! В ссылках под роликом вы сможете увидеть предыдущие наши публикации. И мы начинаем сегодня проект «Массовый героизм белорусов в годы Великой Отечественной войны», выражавшийся в том, что под нацистской оккупацией люди ставили в кон не только свои жизни, но и жизни своих близких, своих семей, своих односельчан, спасая тех людей, которых нацисты решили истребить только за то, что они родились. Это часть массового подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны под немецкой оккупацией в советское время, так сказать, не афишировалась. И ей не уделялось должного значения. А некие факторы в далеком зарубежье, узурпировавшие себе право говорить от имени жертв геноцида, в отношении нашей родной Белоруссии занялись этим вопросом с линцой, с прохладцей. Кого-то признали праведниками, какое-то имеет к нам отношение. К сожалению, за 30 с лишним лет независимости республики исторический истеблишмент не пошевелил пальцем и мизинцем, чтобы увековечить массовость этого подвига белорусского народа. Поэтому сегодня, когда живы те, кто еще слышали из первых уст об этих героических деяниях своих родных и близких, и постоянно по всей стране снова и снова слышишь от людей эти истории. Те, кто слышали их из первых уст, от своих родителей, или дедов, или других родных, мы призываем всех писать нам, контакты под роликом, присылать записи, или мы сделаем записи сами. Современные средства связи позволяют это сделать в любом уголке республики. И обязательно мы должны увековечить именно массовый героизм безвестных героев по всей нашей небольшой, но чудесной стране. Массовый подвиг белорусов. И пусть рассказ Емельяна Николаевича Лепешки послужит образцом того, как должен каждый из вас, дорогие сограждане, соотечественники, прислушаться и постараться увековечить, пока живы те, кто слышал из первых уст об этом подвиге. Здравствуйте, я Лепешка Емельян Николаевич. Родился в 1944 году, 1944 году. Имя получил из похоронки практически. Был дядя, жил-был, Сорока Емельян Емельянович. Он из Белостока был, в Белостоке работал в облисполкоме, и с него ушел Могилев. Могилев ушел потом на фронт, там, защита Могилева, под Москвой его видели при обороне Москвы. И погиб в 40, ну и как раз похоронка пришла, и я родился, а отец на фронте. И дали мне имя Емельян. Ну так, а он был большевик пламенный, колхозы организовывал отсюда. Поздней осенью 1941 года к нам, в деревню Озеричино, прибежал мальчик, Миша Лейбович Гозман. Ему лет 11 было. Рассказывали, что прибежал, естественно, его спросили, кто ты такой, какой. Он убежал из гетто Минского. Одежда была вся изорванная. По ней ползали паразиты. Много-много. И, в принципе, одежду не стирали, бросили в печку, потому что одни паразиты, по идее. Вся порвана и разлагалась одежда.
Но и практически, поскольку мы знали, что уже к этому времени узляны, в Шацке, Узлянах, Рудинске, везде убивали только не за национальность евреев. И поэтому у себя, ну и второго, кто прятал, тоже подвергался репрессиям. Поэтому его поселили не дома, а за усадьбой нашей стоял колхозный парник. Парник — это кормозапарник. Ну, теплый, практически мы так ели, там постирали его, помыли, постирали. Ну и оставили в этом парнике, он и жил. Кормили, поили и прочее. Уже в то время были мои два старших брата, Миша и Женя. Меня это, конечно, не было. Ну и практически до весны он у нас жил. Отдать куда-то, тогда еще партизанского движения большого не было. Тогда организовывалось только партизанское движение. И практически оставили, решили, что потом, может быть, и партизаны или как там. Ну, я не знаю, что планировали. Но мама, папа, тетя Надя смотрели этого мальчика до весны. Весной пошли на сельхозработы, а в это время налетели на деревню польские, украинские националисты, Шухевича банда. Ну и практически увидели мальчика, это взяли и убили. Но, естественно, погоревали. Потом, когда-то мы уже после войны с мамой были на кладбище, была могилка маленькая. Ну, мама говорит, вот тут наш Мишка похоронен. Ну, я понимаю, какой Мишка. Это именно вот этот Гозман Михаил. И практически они всегда вспоминали этого Мишку, но сделать-то ничего ж нельзя было. И так и вот история эта осталась. Но хочу сказать, что смотрел я Давида Гая, книжка есть, о гибели Минского гетто. Там упоминается деревня Озеричина как одно из пунктов, где куда можно было и куда уходили евреи, спасаясь от этого поголовного уничтожения, так скажем. По сути, естественно, мы не все понимали, почему это и как это, за что людей убивают. Хочу в конце, в 1944 году батюшка из партизан пришел и ушел на фронт. В 1943 году деревню нашу бомбили раз 5. Наш дом тоже разбомбили. И отец построил землянку возле своего дома буквально. У нас землянок было много, штук 3, а может 5. То есть прятались в разных местах. Более того, может, никто не знает, как землянки строили. Копали 2 ямы. А на перемычке делали лаз, чтобы немцы что не залазили в землянку, гранату бросали и уходили, поэтому прятались не в той землянке, куда спускались, а рядом землянка была. Вот такая история. Но отец был призван, ушел на фронт, до Кенигсберга дошел, через Польшу, Чехословакию, через Польшу, Прибалтику, и в Кёнигсберг взял. Вот там война и окончилась. Победа состоялась. Таким образом, конечно, я думаю, я призываю всех, кто помнит еще историю такого подобного рода, слышал от своих родственников или сам ведь созерцал это, но о том, каким репрессиям подвергалось по национальному признаку только еврейское население. Но не значит, что других не трогали. Это мама моя помнила немцев 18-го года. И она всегда вспоминала, говорит, в 1941 году пришли совсем другие немцы по лицам. Они злые были, совсем по-другому настроенные к коренному или местному населению, так скажем. Она говорит, что в Первую мировую войну в 18 году немцы у них, она жила в Минске на товарной станции, немцы стояли на квартире, они были добрые, хорошие, ну как люди. А теперь же пришли в 41-м, это злые звери в буквальном смысле. Они ко всем относились отвратительно. Поэтому я еще раз призываю всех, кто помнит что-нибудь, делитесь своими воспоминаниями о том, как крестьяне или люди местные сохраняли жизнь своим соотечественникам еврейской национальности, знали, что
как к ним немцы относятся в оккупированной зоне. Это были изверги, которые, по сути, всех ненавидели, и белорусов, и евреев, и русских, всех.